Вячеслав Гайзер поручил правительству республики выработать пути решения проблемы, возникшей в результате сокращения железнодорожниками курсирования поезда Кослан-Сыктывкар. В настоящее время на железнодорожных станциях Едва, Волжский и Мазындор нет залов ожидания. И лица, освободившиеся из колонии, не могут своевременно уехать из муниципалитета. В итоге им негде ночевать, а местное население начинает беспокоиться. Глава Коми дал задание предложить решение проблемы в кратчайшие сроки. Вопрос о поезде подняли на сегодняшний итоговой коллегии УФСИН по Коми. Руководитель ведомства Александр Протопопов говорил и о кадровом вопросе. Он предложил упразднить колонии поселения и создать на их базе поселения открытого типа. Возможно, это помогло бы решить проблему нехватки рабочих рук в ряде промышленных отраслей. Максим Васильев продолжит. Республика в числе 4 других регионов страны в прошлом году стала полигоном для испытаний новых методик работы со спецконтингентом. И, похоже, со своими подопечными надзиратели нашли общий язык. Во-первых, сократилось число побегов, всего 6, и все они были быстро пресечены. Во-вторых, активно внедрялись так называемые центры исправления осужденных. Причем практически сразу количество конфликтных ситуаций сократилось на треть, а 1500 осужденных даже улучшили условия содержания. Руководство системы готово и дальше идти по пути смягчения режима. Возможная замена колоний поселений на свободные колонии – один из таких вариантов, при условии, что осужденные будут работать, так как они это делают сегодня на Жешерском лесокомбинате. Подписан договор о предоставлении комбинату, расположенному на отдалении 50 километров от колонии рабочей силы из числа осужденных поселенцев в количестве до 300 человек. Комбинатом созданы все необходимые коммунально-бытовые условия. Выделен 3-й этаж административного здания, находящегося на территории завода. Безвозмездно произведен ремонт, оборудованы коммунально-бытовые помещения по нормам положенности. Созданы условия для надзора и несения службы сотрудниками. С осужденных не взимается плата за коммунально-эксплуатационные расходы. В среднем же дневно на комбинате трудится 150 осужденных. Учреждение исполнения наказаний в некоторых районах Коми, если можно так сказать, градообразующее. Это такая историческая особенность нашего региона. Но в этом есть и свои плюсы, говорил Вячеслав Гайзер. Эффективность производства в таких районах должна быть управляема, и она ею станет. Этот эксперимент, который, собственно, в Жешерте состоялся, считаю очень удачным. И действительно, вот те меры, которые нам совместно, правительству и ГУФСИНу удалось в тот момент, собственно, сформировать, осуществить, привели к тому, что предприятие, испытывающее действительно серьезный кадровый голод, вышло на стабильную производственную деятельность. Для тех, кто хочет работать на благо нашей республики, власти готовы даже изменить порядок вещей и законодательно утвердить вместо колоний поселений поселения открытого типа. Этого требует нынешняя экономическая ситуация. Ну а тем, чье ремесло не работа, а тунеядство, экстремистам и террористам вход туда будет, как говорится, заказан. На них навесят особый ярлык и содержать будут отдельно от остальных. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.